Здравствуйте, уважаемые читатели, уважаемые посетители соцсетей библиотеки Белинского. Меня зовут Роев Юрий Алексеевич. Я в данный момент являюсь издателем частным. Издаю разные полиграфические наименования изданий, так скажем. Вообще я в этой сфере работаю с 1993 года. Сперва работал и в типографии, и в издательстве, и в редакциях газет. С 2014 года ушел в свободное плавание, являюсь руководителем издательства. Мы выпускаем разную литературу, разных направлений. И вот сейчас меня пригласили в библиотеку Белинского, чтобы я представил свои книги, которые я презентовал для пополнения фондов библиотеки. В нынешнем 2022 году у нас знаменательное в республике и в городе дата столетие образования СССР, 390 лет городу Якутску. И в связи с этим я хотел бы в библиотеке презентовать свои издания, которые именно связаны с тематикой города. Допустим, в 2017 году была издана такая книга в связи с юбилеем Якутской городской думы. Здесь все о развитии местного самоуправления, начиная с дореволюционных времен, заканчивая современными реалиями Якутской городской думы. Далее мы сотрудничали с контрольно-счетной палатой города Якутска. Ее председателем являлся в то время Николаев Иосиф Алексеевич, к сожалению, безвременно ушедший из жизни. Это книга «Живительная нить» Иосифа Николаева, посвящена ему. Это воспоминания о нем, семейные, воспоминания коллег, друзей. Здесь показан весь его многогранная личность. Далее выпускали книгу совместно с департаментом финансов окружной администрации города Якутска. У них 100-летний юбилей был. Они выпустили такое прекрасное издание. Здесь освещен весь путь развития департамента, начиная с советских времен и до наших дней. Именно в разрезе с финансовой точки зрения, с точки зрения, каков был бюджет города в разные годы, как это позволяло развиваться городу. В прошлом году выпустили такую книгу вместе с Федерацией профсоюзов республики, 100-летний юбилей. Также здесь отражена работа всех профсоюзных организаций и города, и республики по разным отраслям. Совершенно недавно вышла книга «Окружная администрация города», к 390-летнему юбилею решила осветить людей, которые составляют гордость города, именно трудовые династии, которые начинали свой трудовой путь. И даже есть дореволюционные, есть с советских времен, совершенно по разным отраслям, когда дети продолжали труд отцов, профессию, и даже внуки и правнуки. Здесь, к сожалению, в эту книгу вошли совершенно малое количество трудовых династий, 25 всего, потому что был ограничен объем издания. И я надеюсь, что эта серия продлится,
и трудовые династии города, не освещенные, не вошедшие в эту книгу, войдут в следующие. Вот. Спасибо всем за внимание. До свидания.